Десятки принятых новых законопроектов, более сотни внесенных изменений в действующие законы. В стенах парламента республики было проведено 7 пленарных заседаний с сентября по декабрь, а сегодня проходит заключительное в этом году. 97 заседаний, в том числе 24 расширенных по актуальным для региона вопросам с участием представителей министерств и ведомств, проведено комитетами Ингушского парламента в период осенне-зимней сессии. Народные избранники в течение этого времени принимали деятельное участие в общественно-политических республиканских мероприятиях, в работе общественных приемных. Сегодня народные избранники намерены рассмотреть ряд новых законопроектов и принять их в первом и втором чтениях. Один из них – проект закона Ингушетии об утверждении дополнительного соглашения о предоставлении республике из федерального бюджета кредита для частичного покрытия дефицита бюджета. Договоренность была заключена между Минфинами России и Ингушетии. С докладом выступил назначенный накануне исполняющий обязанности министра финансов Тамерлан Вышегуров. Подлежащее погашение в 2022 году в размере 112 миллионов с переносом срока ее погашения на 2029 год. У нас есть госдолг, который структуризирован со сроком погашения на 2029 год. Ежегодно должны были уплачивать по 112 миллионов. И вот по инициативе правительства Российской Федерации уплата платежей в размере 112 миллионов, подлежащая в 2022 году, оно переносится на 2029 год. Это все делается в целях снижения нагрузки на региональные бюджеты. На заключительном заседании присутствует Махмуд Али Калиматов. Глава отметил, что уходящий год был очень непростым. Тем не менее, в период осенне-зимней сессии парламентом проделана большая работа. Приняты ряд важных законов о налоговой ставке, о регулировании прав и гарантий деятельности профсоюзов работодателей и не только. Особенно Калиматов отметил работу комитета по бюджету и налогам. Вы провели множество заседаний, приняли десятки законов и сотни постановлений. Безусловно, это большой труд. В комитетах парламента я в курсе с августа по декабрь рассмотрено более 200 законодательных инициатив. Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственной Думы и правительство региональным законодательным собранием. Большая вами работа проведена в плане заслушивания деятельности министров, ведомств республики. И с ними вместе анализировали ситуацию и давали по тем или иным вопросам оценки. Важнейшим значением имеет подготовка проекта закона о республиканском бюджете на 2023 год. Плановый период 2024-2025 года. Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что деятельность народных избранников будет успешной только при стремлении депутатов к выработке решений, которые состоят в том, чтобы региональные и национальные проекты, обещания и обязательства, взятые перед гражданами, были выполнены. Это основное. Махмуд Али Калиматов в ходе выступления поднял ряд социально значимых вопросов. Депутаты Народного собрания совместно с главой региона и правительством ставят перед собой задачу формирования социального бюджета, привлечения в том числе инвестиционных средств, качественной и своевременной реализации проектов, ну и самое главное – повысить достаток семей и доходы граждан. Проблем еще очень много, только и мы их поступательно будем решать. И для этого есть у нас все возможности. В основном, если брать бюджетную составляющую, она у нас сбалансированность произошло. Как вы знаете, что долги осталось у нас там 800, может быть, 700 миллионов из 11 миллиардов 800. Не знаю, как это правительство, но молодцы. И парламент, особенно председатели комитетов, заместители, депутаты, поработали над тем, что мы можем говорить, если у нас получится первый квартал, прогнозируем, что мы закроем эту оставшуюся часть долга. И я думаю, что у нас будет возможность начать
новую жизнь в втором квартале, новую жизнь в чем? Без таких обременений. Потому что сегодня нужно сказать, что налоговая составляющая у нас была 3-4 вот так вот миллиарда, сегодня 7,2 миллиарда. То есть мы миллиардами повысили сборы доходов в бюджет. Это тоже радует. Кроме того, я уже говорил, что мы отстояли в судах и благодаря юридической службе около 5 миллиардов сумму, не допустили ущерба нашей республике. Еще одна из важных задач, которую глава ставит перед собой и народными избранниками – поднятие престижа рабочих специальностей, создание новых мест работы. Много рабочих мест на сегодняшний день пустуют из-за отсутствия профильных специалистов, отметил руководитель республики. У нас не хватает около 3-4 тысяч рабочих. Места есть, а рабочих нет. Так вот, надо задаться нам тоже вопросом, каких специалистов готовят колледжи, находящие у нас в республике. Вот. Они у нас живут, работают. Я не против, кто-то там готовит другие регионы, но я думаю, мало взаимодействия бизнеса и наших колледжев. И депутатов я просил бы изучить этот вопрос, потому что с Нового года конкретно сам вникну в этот вопрос. А зачем нам 20 нужно, может их 3 нужно, а может 45 нужно, я не знаю. Но мы должны готовить людей, рабочих, специальностей, среднего звена. Но мы должны готовить их на наше производство. Понимаете, для наших производств. Потому что сейчас светодиодный стоит, там может 200 работать, у нас там 10 человек. Да, технических образований мало. Глава также обратил внимание присутствующих на некачественные постройки. Одна из них более масштабная – перинатальный центр. Здание введено в эксплуатацию относительно недавно, тем не менее остро нуждается в устранении технических проблем. В их числе окна, фасад, отопительные батареи, потолки, трещины в стенах, напольные покрытия. Да, по проекту вон взяли, перинатальный центр заехал, а там пищеблока нет. Проект его нет. Не докопаешься. Прачечной нет. Я уже не говорю, гараж там какой-то должен быть. Перинатальный центр, выхаживают детей от года, там, от месяца, чего-то. И представьте себе, вот эти женщины на коляске с детской больницы везут эту пищу для детей. Так, что это за проект? Кто это здание принимал? Кто акт подписывал это? Вот этих всех надо их собрать и повести туда экскурсию. Потому что я туда пошел опять. У нас там 300 батарей. Все батареи отопительные, имеется в виду, они у нас потекли. Мы 300 заменили. Вот 2 месяца, 3 месяца назад только. Все 300, ни одной батареи, все текут. Понимаете, сейчас пришел, а там герметичность окон невыносимая. Дождь пошел, значит, заливает. Ну, у нас много проблем в больницах. Мы можем менять министров, главврачей, я говорю это открыто. Да, могу. Но вы же сами понимаете, что у нас это районные больницы. Они были районными больницами, нет у них. Например, РКБ там должно быть 200 человек, все. А мы туда, а у нас там посещение до 500, 500. Понимаете, то есть нагрузка и ведет, конечно, нарушению. И регулирование той или иной ситуации, например, травмпункт, да, у нас единственное со всей республики травматологическое отделение – это в РКБ. Вот представь себе, Жайрах, где бы ни был, везут туда. Поэтому надо внимательно относиться к тех или иным вопросам, которые там возникают. И медицина у нас есть. А это социальная среда, социальные объекты. И для людей очень важные, понимаете, очень важные. Потому что мы должны посмотреть, кто же у нас нерадивый, в действительности осознанно допускает те или иные вопросы, или карман он перепутал с государственным своим, их тоже надо выявлять и гнать им в шею, прямо говорю. Потому что нельзя, чтобы не доставало там лекарств, бинтов,
Вот. В этой части, сколько бы там мне не говорили, мы все равно будем наводить порядок. У нас интересная ситуация, у нас вот министры и замы меняются, начальники все, а вот это среднее звено, вот там вот сидят которые, особенно старшие медсестры, вот, у них это все лекарства, там все это, вы знаете, по структуре, наверное. Надо, чтобы они, то ли совесть у них где-нибудь появилась, хотя бы, или жесточайший контроль за ним установить, за лекарствами, особенно льготными этого. Говорили и об ожидающейся масштабной реконструкции детского лагеря Эрзи. Расходы капитального ремонта обещал на себя взять известный меценат Михаил Гуцериев. Детский лагерь Эрзи. Мы туда постарались выделить, там же все провалилось, там сбоку, да, там. Летом выделили там 70 миллионов, все равно не хватило, понимаете. Настолько безобразно построено здание. Вот. Я думаю, те люди, акт, который подписывали, им должно быть стыдно. И много таких объектов, где безобразие, не знаю, как у них рука поднималась. Это же детский лагерь. Если кто туда ездил, видели, да. У нас сейчас очень хорошие отношения сложились инвестором, меценатом Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым. Он приезжал, мы с ним проехали объекты. И вы знаете, он сейчас более 300 миллионов выделяет. Мы его сделаем до 15-20 мая самым облагороженным, самым красивым детским лагерем. Также речь шла и об объявленной президентом страны специальной военной операции. Более сотни ингушских бойцов сегодня отстаивают интересы государства на Украине. Глава отметил важность оказания поддержки защитникам Родины и обеспечения их всем необходимым. Махмуд Али Калиматов не только отправлял гуманитарную помощь, но и лично посещал ребят в зоне СВО. Вот список, вот список присылают, и эти по списку все, понимаете, все полностью. Даже такие вещи, которые и нам, естественно, большую помощь оказали и депутаты, вот Татриев находится, вот он у нас, по-моему, все раненые Сунхоху, Жвитоват за 294-5 человек. Он везде, на Новочеркасский ВС, Балашихи ВС, Масна. Он ездит. И мы все делаем, что я очень благодарен. Вот. Сенаторы наши, что Билан, что Бекхан, вот. Они же великолепно вносят, большой вклад носят. Завершая свое выступление, Калиматов положительно оценил деятельность парламента, подчеркнул, планы, которые ставили в этом году и руководство, и правительство, успешно выполнены. Председатель Народного собрания Магомед Тумгоев поблагодарил главу региона за высокую оценку и всяческую поддержку в их адрес. Ни один вопрос, который сюда внесли по инициативе, по вашей инициативе, по инициативе правительства, да, обсуждали, да, были моменты, но тем не менее положительные решения не всегда. И дальнейшем будем это. И вам огромное спасибо еще раз за то, что вы в материально-техническом плане поддержали депутатов. Так, осенне-зимняя сессия признана официально закрытой. Депутаты с завтрашнего дня уходят в отпуск. Завершилось крайнее заседание на позитивной ноте. Глава региона поздравил всех с наступающим Новым годом, а заместителя председателя парламента Руслана Парова еще и с днем рождения. Диана Дударова, Асхаб Белакиев. Новости 24.